Город еще не знал, что его ждет. 8 сентября 1941 года было днем тревожным, серым, но все еще полным жизни. Ленинград, пойманный в клещи группы армий «Север», продолжал дышать, работать и даже надеяться. Казалось, это чудовищное недоразумение, ошибка истории, которая вот-вот исправится. Красная армия, могучая и непобедимая, как ее рисовали на плакатах, должна была вот-вот прорвать окружение, и привычная жизнь вернется в гранитные берега Невы. В городе оставалось около 2,5 миллионов жителей, и это не считая сотен тысяч беженцев, хлынувших из пригородов и областей, спасаясь от наступающего вермахта. Они принесли с собой страх, истории о зверствах и молчаливое отчаяние, которое, казалось, оседало пылью на брусчатке проспектов. Но город-символ, колыбель революции, не мог пасть. В это верили, этим жили. Анна смотрела из окна своей квартиры на Литейном, на спешащих по своим делам людей. Ее сын, 7-летний Миша, возился на полу с деревянными кубиками, строя крепость. Он еще не понимал значения слова «война». Для него это были лишь затемненные по вечерам окна, вой сирен, после которого мама крепко обнимала его в коридоре, и тот факт, что папа теперь не приходил домой ночевать. Он был на заводе, на казарменном положении. Анна старалась сохранить для него островок нормальности. Она читала ему книги, проверяла, вымыл ли он руки перед едой, и даже слегка журила за разбросанные игрушки. Но с каждым днем поддерживать эту иллюзию становилось все труднее. Разговоры в очередях за хлебом становились тише и злее. Кто-то шепотом произнес страшное слово «Шлиссельбург». Говорили, что город пал. Это означало, что последнее сухопутное сообщение с Большой землей перерезано. Кольцо замкнулось. Власти уверяли, что запасов хватит. Но Анна, как и любая хозяйка, видела правду на пустеющих полках магазинов. Официальные сводки, которые она потом прочтет в архивах, были безжалостно точны. На начало сентября хлебного зерна и муки в городе оставалось на 35 суток, крупы — на 30, мясо — на 33 дня. Но тогда, в те дни, никто не знал этих цифр. Люди жили слухами и надеждой. А потом город увидел дым. Это случилось в тот же день, 8 сентября, а потом повторилось 10. Немецкие бомбардировщики целенаправленно били по Бадаевским складам, главному продовольственному сердцу Ленинграда. Анна с Мишей стояли у окна и смотрели на юго-запад, где к низкому серому небу поднимался гигантский, жирный столб черного дыма. Ветер донес до них странный, приторно-сладкий запах гари. Горел сахар. Тысячи тонн сахара, муки, масла превращались в пепел и дым. Для ленинградцев этот пожар стал не просто стратегической потерей. Он стал символом. Символом того, что их надежды на скорое спасение сгорают вместе с продовольствием. Горечь от этого пожара была сильнее, чем от бомбежек жилых кварталов. Враг целился не в дома, он целился в желудки. Он собирался взять город измором. После пожара на Бадаевских складах введение жесткой карточной системы стало неизбежным. Сначала нормы казались терпимыми. С 18 июля рабочие получали по 800 граммов хлеба, служащие, как Анна, по 600, а дети и иждивенцы — по 400. Это было скудно, но еще не смертельно. Но уже с 1 октября нормы урезали почти вдвое. Рабочим — 400 граммов, а всем остальным — по 200. Анна помнила, как впервые принесла домой эту новую норму на себя и на сына. 400 граммов на двоих. Она разрезала темный влажный хлеб на 2 части, и Миша с удивлением спросил: «А почему так мало?» Она не знала, что ему ответить. Она не знала, что это было только начало.
что скоро она будет с тоской вспоминать об этих 200 граммах, как о роскоши. Город погружался в осень, холодную и промозглую. Вместе с первыми заморозками в квартиры начал пробираться холод. Но страшнее него был другой холод. Липкий, сосущий страх голода. Он еще не показывал своего истинного лица, не заставлял людей падать на улицах, но уже поселился в их мыслях. Все разговоры, все мечты, все сны теперь были о еде. Люди стали внимательнее смотреть друг на друга, оценивая, кто крепче, кто слабее. Социальная иерархия начала перестраиваться по новому, главному принципу, у кого больше шансов выжить. На вершине этой пирамиды были бойцы на передовой и рабочие оборонных заводов. В самом низу — старики, интеллигенция, служащие и дети. Те, кто не мог дать фронту металл или отпор врагу. Те, кого государство списало первыми. 20 ноября 1941 года нормы снова упали. Рабочим теперь полагалось 250 граммов хлеба, а служащим, иждивенцам и детям — 125. 125 граммов. Маленький, липкий, почти черный кусочек, который должен был поддерживать жизнь. Этот паек, ставший символом блокады, был на самом деле не обещанием жизни, а отсрочкой смертного приговора. И Анна, получая в промерзшей булочной эти 2 крошечных кусочка на себя и сына, впервые с ужасающей ясностью поняла: их пришли не побеждать, их пришли убивать. Медленно, методично, одного за другим. 125 граммов. Эта цифра стала мантрой, проклятием и единственной мерой бытия. Анна держала на ладони 2 этих кусочка, свой и Мишин, и пыталась понять, как растянуть их на день. Хлеб уже не был похож на хлеб. Он был темным, почти черным, с вкраплениями чего-то непонятного и всегда влажным, липким. От него исходил горьковатый, затхлый запах. Позже она узнает, что ржаной муки в нем было в лучшем случае 75%. Остальное — немыслимые примеси, которые ученые умы в отчаянии придумывали, чтобы придать пайке вес и объем. 10% пищевой целлюлозы, 10% жмыха, того, что оставалось после отжима масла из семян подсолнечника, 2% обойной пыли, еще 2% пыли, выбитой из пустых мешков, и даже 1% хвои. Этот состав был государственной тайной, но его вкус был известен каждому. Он царапал горло, вызывал изжогу и оставлял во рту ощущение обмана. Государство не кормило их, оно лишь создавало видимость, симуляцию еды, которая позволяла людям умирать не так быстро, сохраняя подобие порядка в замерзающем городе. Первыми из города исчезли кошки. Анна заметила это не сразу. Просто в какой-то момент поняла, что больше не видит на подоконниках соседних домов привычные пушистые силуэты. Потом пропали собаки. Их жалобный лай, прежде наполнявший дворы, стих. А затем пришел черед голубей. Мальчишки, которые еще летом гоняли их ради забавы, теперь охотились на них с рогатками и силками. Птица, пойманная на чердаке, становилась главным событием в жизни семьи, праздником, который мог продлить чью-то жизнь на несколько дней. Мир вокруг Анны стремительно менялся, теряя привычные детали, звуки и запахи. Он превращался в первобытный ландшафт, где все живое делилось только на 2 категории — охотник и добыча. В их квартире, как и во всех остальных, началась тотальная инвентаризация. Все, что когда-то было частью быта, теперь рассматривалось через призму съедобности. Старый кожаный ремень мужа, висевший в шкафу, Анна долго варила в кастрюле, пока он не превратился в мутный дрожащий студень. Этот бульон, почти безвкусный, но дающий иллюзию сытости,
Они с Мишей ели 2 дня. Потом пришел черед обоев. Анна соскребла их со стены в коридоре, там, где было темнее всего, и сварила клейстер. Он был сладковатым на вкус из-за крахмала, и Миша ел его, не жалуясь. Он вообще перестал жаловаться. Он становился тихим, апатичным, и его большие глаза на осунувшемся личике смотрели на мир с недетской серьезностью. Анна видела, как голод вымывает из него ребенка, оставляя лишь маленького старичка, сосредоточенного на одной единственной мысли — еде. Эта мысль теперь правила всеми. Она была альфой и омегой их существования. Анна ловила себя на том, что, разговаривая с соседкой, смотрит не на ее лицо, а на ее щеки, впалые или еще нет. Она ненавидела себя за эти мысли, но ничего не могла с собой поделать. Голод был искусным хирургом, он вскрывал душу и удалял из нее все лишнее. Сострадание, стыд, брезгливость. Он оставлял лишь одно — животный инстинкт выживания. Врачи потом назовут это состояние алиментарной психопатией. Люди становились раздражительными, замкнутыми. Мир сужался до размеров хлебной карточки. Потерять ее было равносильно смерти. Анна зашила свои карточки и Мишину во внутренний карман пальто и проверяла их по 100 раз на дню, ощупывая ткань дрожащими пальцами. Когда варить стало совсем нечего, она решилась. Она достала из шкатулки то немногое, что у нее оставалось: серебряную брошь матери и обручальное кольцо мужа. Спрятав их поглубже, она отправилась на толкучку, черный рынок, который стихийно возник в центре города. Это было страшное место, средоточие горя и порока. Здесь можно было увидеть все. Профессор в пенсне менял томик Шекспира на горсть дуранды. Женщина в когда-то дорогой шубе протягивала картину в позолоченной раме за буханку хлеба. Цены были не просто высокими, они были запредельными, рассчитанными на отчаяние. Рядом со стариками и интеллигентами сновали темные личности, спекулянты, чьи сытые, не знавшие голода лица, вызывали одновременно и ненависть, и зависть. Власти боролись с ними, устраивали облавы, расстреливали. Но рынок жил своей жизнью, подчиняясь одному закону — закону голода. Анна долго стояла в стороне, не решаясь подойти. Она чувствовала себя голой, беззащитной. Продать кольцо казалось ей предательством, последней чертой, за которой уже ничего не было. Но потом она подумала о Мише, о его тихих глазах и шагнула в толпу. Она выменяла брошь на стакан муки. Не на хлеб, который мог быть поддельным, набитым опилками, а именно на муку. Из этой муки она испекла на буржуйке маленькие лепешки. Это был пир. Они с Мишей ели медленно, стараясь растянуть каждый кусочек. В тот вечер он впервые за много недель улыбнулся. И ради этой улыбки Анна готова была продать все, что угодно. Но когда она возвращалась с толкучки, она услышала обрывок разговора 2 женщин. Они говорили шепотом, оглядываясь по сторонам. Говорили о том, что в их парадной пропала девочка, и что на рынке теперь продают холодец. «Из человечины», — прошептала одна, и у Анны похолодело внутри. Она знала, что это не просто слухи. Это была новая, самая страшная реальность, которая уже стучалась в двери их умирающего города. В ноябре, как она потом узнает из сводок НКВД, за это арестовали 4 человек. В декабре уже 43. Голод начал пожирать не только тела, но и души. И самой страшной задачей теперь было не просто выжить физически. Самым страшным было выжить, оставшись человеком. Зима 1941 года обрушилась на Ленинград не просто снегом и морозом. Она принесла с собой тишину. Особую мертвую тишину, которую лишь изредка нарушал вой сирены,
глухой разрыв снаряда где-то на окраине или скрип полозьев санок, на которых везли покойника, завернутого в простыню. Смерть стала обыденностью, частью городского пейзажа. Люди падали на улицах от слабости, от холода, от внезапной остановки истощенного сердца, и другие проходили мимо, уже не испытывая ни ужаса, ни сострадания. Единственной мыслью при виде лежащего тела было: а не остались ли у него в кармане хлебные карточки? Анна гнала от себя эту мысль, стыдилась ее, но она возвращалась снова и снова, непрошенная, как навязчивый мотив. Голод стирал человека, оставляя лишь оболочку, движимую одним инстинктом. Слухи о людоедстве, которые поначалу казались бредом обезумевших от голода людей, теперь обрели плоть и кровь. Они ползли по промерзшим квартирам, передавались испуганным шепотом в очередях. Анна старалась не слушать, затыкала уши, но информация просачивалась сквозь все заслоны. На стенах домов появились рукописные плакаты, нацарапанные химическим карандашом. «Матери, берегите детей, в городе появились людоеды». Власти, которые так долго делали вид, что ничего не происходит, больше не могли игнорировать чудовищную правду. Были созданы специальные отряды милиции, которые патрулировали улицы и рынки, выискивая тех, кто перешел последнюю черту. Но это было все равно, что пытаться вычерпать море решетом. Страх теперь имел два лица. Одно — это медленное угасание от голода. Другое, более страшное и острое, это страх перед другими людьми. Сосед, еще вчера делившийся с тобой последней щепоткой соли, сегодня мог посмотреть на твоего ребенка голодными, оценивающими глазами. Анна перестала отпускать Мишу от себя даже на шаг. Когда она уходила за хлебом, она запирала его в комнате, завалив дверь старым комодом. Он плакал, стучал в дверь, но ее страх был сильнее его слез. Город перестал быть общим домом, он превратился в джунгли, где каждый был сам за себя. Однажды вечером в их дверь постучали. Анна не открывала, пока не услышала голос соседки, Веры Павловны, тихой учительницы музыки. Открыв, Анна отшатнулась. Лицо Веры Павловны было серым, как пепел, а в глазах стоял такой ужас, что у Анны замерло сердце. «У них, у Семеновых», — прошептала она, заикаясь, «их дочку, Катеньку, нашли на чердаке». Она не договорила, но Анна все поняла. Катеньке было 6 лет. Она пропала 3 дня назад. Теперь все знали, что с ней случилось. В ту ночь никто в их парадной не спал. Все сидели за забаррикадированными дверями, слушая, как внизу сотрудники НКВД выламывают дверь в квартиру Семеновых. Оттуда не доносилось ни криков, ни сопротивления. Только глухие удары и злая, отрывистая ругань. Анна сидела в темноте, обнимая спящего Мишу, и ее трясло. Она пыталась понять, как это возможно. Как люди, обычные люди, могли дойти до такого. И в ее сознании, против ее воли, всплыло различие, о котором шептались в городе. Было два слова, два понятия, разделяющих бездну. Одно — трупоедство. Это когда отчаявшиеся люди использовали тела уже умерших. Семьи скрывали смерть стариков, чтобы еще несколько дней получать их карточки. А потом... Анна не хотела об этом думать. Но это было отчаяние, страшный грех. Но грех выживания. Другое слово было «людоедство». Это было убийство. Это было превращение в зверя, в нелюдь. Семеновы были людоедами. Они убили ребенка. Власти знали о масштабах катастрофы. Бюрократическая машина НКВД работала без сбоев, с холодной точностью фиксируя распад человеческого общества. В январе 1942 года за каннибализм было арестовано 366 человек. В феврале — 612. Это была вершина ужаса.
Сотни людей каждый месяц превращались в монстров. И самое страшное было то, что почти все они были обычными людьми, безработными, беженцами, женщинами, доведенными до последней степени отчаяния. Голод не выбирал. Он просто ломал тех, кто был слабее. Однажды, стоя в очереди за хлебом, Анна увидела, как из булочной вывели женщину. Она была худой, почти прозрачной, и шла, не поднимая глаз. В руках у нее была авоська, из которой на снег капала кровь. Толпа молчала. Никто не кричал, не проклинал. В глазах людей был только тупой, животный страх и что-то еще. Что-то похожее на понимание. Анна посмотрела на изможденные лица вокруг, на свои собственные руки, похожие на птичьи лапы, и впервые задала себе вопрос, который гнала от себя месяцами. А где ее черта? Где та грань, за которой она перестанет быть Анной, матерью Миши, и превратится в существо, готовое на все ради куска пищи? Она посмотрела на свой паёк, 125 граммов, потом на Мишин. И с леденящим душу ужасом поняла, что не знает ответа на этот вопрос. Январь и февраль 1942 года стали апогеем смерти. Город превратился в гигантский, занесенный снегом морг. Статистика, которую Анна увидит много лет спустя, будет бесстрастно фиксировать масштаб катастрофы. В январе в Ленинграде умерло 101 583 человека. В феврале — 107 477. В некоторые дни город терял по 6-7 тысяч жителей. Но тогда, в ледяном аду той зимы, Анна не знала цифр. Она видела их воплощение. Она видела их в десятках саночек, на которых, надрываясь, везли к сборным пунктам окоченевшие тела, завернутые в одеяло или просто в газеты. Она видела их в сугробах у стен домов, которые перестали быть просто сугробами. Все знали, что под снегом лежат те, кого уже некому было хоронить. Она видела их в пустых темных окнах соседних квартир, где жизнь угасла тихо и незаметно. Их комната на Литейном стала ледяной пещерой. Центральное отопление давно не работало. Чтобы согреться, жгли все, что могло гореть. Сначала в ход пошли книги. Анна с болью смотрела, как Миша, равнодушно и деловито, рвет страницы из томов Пушкина и Толстого, чтобы подбросить их в буржуйку. Потом пришел черед мебели. Они разломали стулья, потом книжный шкаф, потом старый буфет. Дерево горело быстро, давая лишь краткую иллюзию тепла. Воды тоже не было. Водопровод замерз. Теперь за водой нужно было ходить на Неву, к прорубе. Это была целая экспедиция. Анна кутала Мишу во все, что у них было, сажала на санки рядом с бидоном и, медленно шатаясь от слабости, тащила его по обледенелым, безлюдным улицам. У проруби всегда была толпа, молчаливые, похожие на призраков люди, которые с трудом опускали ведра в черную, дымящуюся воду. Каждый поход за водой был риском не вернуться. Миша почти перестал говорить. Он лежал под грудой тряпья на кровати и молча смотрел в потолок. Он больше не просил есть. Его организм, казалось, смирился с голодом. Эта апатия пугала Анну больше, чем его слезы. Она понимала, что голод убивает его не только физически. Он убивал в нем волю к жизни. И она начала бороться. Не только за калории, но и за его душу. Она достала старый альбом и показывала ему фотографии. Вот папа, сильный и улыбающийся, держит его на руках. Вот они все вместе на даче, летом едят землянику. Она рассказывала ему сказки, которые придумывала на ходу, про волшебные страны, где текут молочные реки с кисельными берегами и где на деревьях растут хлебные булочки. Она говорила без умолку,
Ее голос становился хриплым от холода и слабости. Но она говорила, говорила, пытаясь докричаться до своего сына сквозь ледяную стену безразличия, которую воздвиг вокруг него голод. Однажды, возвращаясь от проруби, она услышала музыку. Сквозь завывание ветра до нее донеслись звуки скрипки. Музыка была слабой, прерывистой, но невероятно чистой и прекрасной. Она шла из окна на втором этаже полуразрушенного дома. Анна остановилась как вкопанная. В этом царстве смерти, тишины и отчаяния кто-то играл. Кто-то находил в себе силы не просто выживать, но и создавать красоту. Она стояла несколько минут, и слезы замерзали у нее на щеках. Эта музыка была как весточка из другого, забытого мира, где люди не думали о 125 граммах хлеба, а думали о вечности. Она напомнила ей, что даже когда тело умирает, дух может оставаться живым. В тот же день она услышала еще одну историю, которая поразила ее до глубины души. Соседка, работавшая в одном из научных институтов, рассказала ей про ученых из Всесоюзного института растениеводства. В этом институте, на Исаакиевской площади, хранилась уникальная коллекция семян, собранная со всего мира великим ученым Вавиловым. Это были тысячи образцов пшеницы, риса, картофеля, бесценный генофонд, залог будущего продовольствия всей страны. И вот, в самую страшную голодную зиму, несколько сотрудников института остались дежурить в хранилищах. Они умирали от дистрофии буквально в нескольких метрах от тонн элитного зерна и картофеля. Но ни один из них не взял ни зернышка. Они понимали, что съесть эту коллекцию значит съесть будущее. Они умирали от голода, чтобы спасти от голода грядущее поколение. Эта история была полной противоположностью рассказам о людоедах. Она была доказательством того, что даже в нечеловеческих условиях можно остаться человеком, что есть вещи поважнее, чем собственная жизнь. Вернувшись домой, Анна посмотрела на Мишу по-новому. Ее борьба была не только за его маленькую угасающую жизнь. Она боролась за то, чтобы в мире, который, казалось, сошел с ума и погрузился в первобытный мрак, сохранить островок любви и человечности. Она достала обручальное кольцо, которое все еще хранила. Завтра она снова пойдет на толкучку. Она выменяет его на что-нибудь. На горсть крупы, на несколько картофелин, на кусок жмыхового шрота. Она не знала, поможет ли это. Но она знала, что не сдастся. Она будет бороться. За Мишу, за себя. За то хрупкое и почти невидимое, что отличало ее от тех, кто ел себе подобных, и роднило с теми, кто умирал от голода, спасая семена будущего. Конец декабря принес с собой не только самые лютые морозы, но и едва уловимый, призрачный луч надежды. По городу поползли слухи. Сначала тихие, неуверенные, похожие на бред измученного голодом сознания. Говорили о дороге, о ледовой дороге, проложенной прямо по Ладожскому озеру. Говорили, что по ней в город идут машины. С мукой. С большой земли. Анна не решалась верить. Слишком много было ложных надежд. Слишком много разочарований. Но потом, 25 декабря, случилось чудо. Маленькое, почти незаметное, но от этого не менее ошеломляющее. Нормы выдачи хлеба повысили. Впервые за все эти страшные месяцы. Рабочим теперь давали 350 граммов, а служащим, иждивенцам и детям — 200. Когда Анна получила в булочной свой новый паек, она не поверила своим глазам. Она взвешивала его на ладони снова и снова. Эти лишние 75 граммов казались ей целым состоянием. Это был не просто хлеб. Это было материальное воплощение слухов, доказательство того, что они не брошены, не забыты. Что там, за ледяным кольцом блокады? О них помнят и пытаются их спасти. Она принесла хлеб домой,
и разделила его. Миша, увидев кусок больше обычного, впервые за долгое время посмотрел на нее осмысленно, с удивлением. «Это нам?» – прошептал он. «Нам, сынок», – ответила Анна, и ее голос дрогнул. Дорога заработала. Дорога жизни. Так ее назвали почти сразу. Это словосочетание передавали из уст в уста. Оно стало синонимом спасения. Анна представляла себе эту дорогу как волшебный путь из сказок, которые она рассказывала Мише. Белая сверкающая лента, по которой едут грузовики, доверху груженные хлебом. Но реальность была куда страшнее и героичнее. Водители этих полуторок, обычные ребята, совершали ежедневный подвиг. Они вели свои машины по хрупкому, постоянно трескающемуся льду, под прицельным огнем немецкой артиллерии и налетами авиации. Машины проваливались в ледяную воду, тонули вместе с драгоценным грузом и своими водителями. Каждая буханка хлеба, попавшая в Ленинград, была оплачена чьей-то жизнью. Но дорога работала. Несмотря ни на что, она работала. Повышение нормы не означало конца голода. Пик смертности еще был впереди. Истощенные организмы уже не могли восстановиться и продолжали угасать. Февраль, несмотря на дальнейшее увеличение пайка, станет самым смертоносным месяцем. Но что-то изменилось в самом воздухе. У людей появилась цель – дожить до весны, до тепла, до того момента, когда дорога станет крепче и привезет больше еды. Этот крошечный просвет надежды дал им новые силы. Анна поняла, что должна использовать этот шанс. Она отнесла на толкучку последнее, что у нее было – обручальное кольцо мужа. Она не плакала. Она чувствовала лишь холодную решимость. Она выменяла его на несколько сушеных рыбешек и маленький мешочек с гороховой мукой. Это было их стратегическим запасом. Она варила из этой муки жидкую похлебку, по одной ложке на кастрюлю воды, и этот слабый, но горячий суп согревал их изнутри. Она рассказывала Мише про водителей на Ладоге, про их смелость. Она превратила их в героев былин, в богатырей, которые сражаются со злым ледяным чудовищем, чтобы привезти детям хлеб. Миша слушал, и в его глазах снова начал появляться интерес к жизни. Однажды на улице она увидела объявление, наклеенное на замерзшую стену. Оно было напечатано на серой бумаге и гласило, что в филармонии состоится концерт. Концерт. В умирающем замерзшем городе, где люди едва могли дойти до булочной, кто-то собирался играть музыку. Это казалось безумием. Но это было безумие того же порядка, что и подвиг ученых, спасавших семена, и подвиг водителей на Ладоге. Это была еще одна форма сопротивления. Сопротивление не врагу, а смерти и отчаянию. Анна поняла, что они борются не только за физическое выживание. Они борются за право оставаться людьми, за право слушать музыку, верить в героев и надеяться на будущее. Вечером, когда они с Мишей съели свою порцию хлеба и жидкой похлебки, она обняла его и сказала: «Скоро весна, сынок. Лед растает, пойдут корабли, и папа вернется. Обязательно вернется». Она не знала, правда ли это. Она не знала, переживут ли они эту зиму. Но, глядя в глаза своему сыну, она впервые за много месяцев позволила себе поверить в собственные слова. Надежда, хрупкая и оплаченная тысячами жизней, вернулась в город по тонкому ладожскому льду. И теперь главной задачей было пронести ее через оставшиеся месяцы зимы, не дав ей угаснуть. Весна вползала в город медленно, неохотно, словно боясь потревожить его мертвенный покой. Первые признаки ее прихода были не радостными, а страшными. Тающий снег обнажал то, что скрывала зима. Из-под сугробов, ставших серыми и ноздреватыми, показывались тела.
Десятки, сотни тел, которые лежали здесь с января и февраля. Город, переживший ледяной ад, теперь должен был смотреть в лицо его последствиям. По улицам потянулись похоронные команды, состоящие из ослабевших подростков и женщин. Они собирали страшный урожай зимы, грузили тела на грузовики и увозили на Пискаревское кладбище, где их хоронили в огромных братских могилах. Запах тления смешивался со свежим запахом весенней земли, создавая невыносимый, тошнотворный фон для пробуждающейся жизни. Но жизнь, вопреки всему, пробуждалась. Анна видела это в мелочах. На Невском проспекте, где еще недавно ветер гонял лишь колючий снег, появились люди с метлами. Они счищали с тротуаров слежавшуюся за зиму грязь и мусор. В скверах и парках, на Марсовом поле, ленинградцы, едва держась на ногах, вскапывали промерзшую землю. Они разбивали огороды, сажали картошку, капусту, турнепс. Каждый клочок земли превращался в поле битвы за урожай, за будущее. Это было невероятное зрелище. Город-призрак, еще вчера умиравший, теперь упрямо цеплялся за жизнь, пытаясь вырастить ее из-под асфальта. Голод не отступил, он лишь сменил обличье. Теперь его звали цинга и дистрофия. У людей кровоточили десны, выпадали зубы, тела отекали от нехватки белка. Анна видела, как у Миши на ногах появились язвочки, а сам он стал вялым, несмотря на прибавку к пайку. Врачи в поликлинике, похожие на тени, разводили руками. Лекарств не было. Единственным спасением были витамины. И снова началась охота, но теперь не за калориями, а за жизнью. Анна, как и тысячи других женщин, научилась видеть еду там, где раньше видела лишь сорняки. Она ходила в Таврический сад и собирала молодую крапиву и лебеду. Из этих горьких трав она варила щи, которые обжигали рот, но давали организму так необходимый витамин С. Она узнала, что можно заваривать хвою, и делала горький, смолистый отвар, который заставляла пить Мишу. И Миша пил. Он боролся. Весна, солнце, чуть больше еды — все это медленно, по капле, возвращало его к жизни. Однажды он увидел на улице воробья, который чирикал, сидя на ветке. И Миша улыбнулся. Это была первая его настоящая детская улыбка за всю зиму. Он показал на птицу пальцем и прошептал: «Живой». В этом одном слове было все. Удивление, радость и осознание того, что они сами тоже живы. С этого дня он начал понемногу выходить из своей скорлупы. Он стал задавать вопросы, просил Анну рассказать ему еще раз про папу, про дачу, про мир, где не было войны и голода. Он даже пытался играть со своими старыми кубиками, хотя сил у него хватало лишь на несколько минут. В городе снова зазвучала музыка. Не только та одинокая скрипка в разрушенном доме. Заработали репродукторы на улицах. И однажды, в начале мая, Анна услышала по радио не сводки с фронта, а объявление, которое потрясло ее. 9 августа в Большом зале филармонии состоится исполнение 7-й Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича. Музыкантов собирали по всему городу, истощенных, больных, но живых. Их прикрепили к специальному довольствию, чтобы они могли репетировать. Эта новость была важнее сводок о прорыве блокады. Враг хотел убить в них не только тело, но и дух. Он хотел доказать, что в условиях тотального голода человек превращается в животное. А город отвечал ему симфонией. Это был акт высочайшего неповиновения, утверждение победы человеческого духа над физическими страданиями. Анна смотрела на своего худенького, бледного сына, который с серьезным видом строил башню из кубиков, и думала о цене, которую они заплатили за то, чтобы дожить до этой весны. Она вспоминала лица соседей, которых больше не было,
скрип санок на снегу, пустые глазницы окон в вымерших квартирах. Эта память навсегда останется с ней, как незаживающий шрам. Они выжили. Но они уже никогда не будут прежними. Война и голод сожгли в их душах что-то важное, детское, наивное. Но они же выковали и что-то новое, твердое, как сталь. Волю к жизни. Понимание ее истинной, невыразимой ценности. Блокада еще не кончилась. Впереди были новые бомбежки, новые потери, новые дни борьбы. Но самую страшную зиму, когда смерть была хозяйкой в городе, они пережили. И теперь они знали, что будут бороться до конца. Не только за свои жизни, но и за тот мир, в котором снова будет играть музыка, и дети будут просто играть в кубики, не зная, что такое 125 граммов хлеба. Лето 1942 года было странным, призрачным. Белые ночи, которыми так славился Ленинград, теперь казались неуместными, почти кощунственными. Их ровный неземной свет заливал разрушенные дома, пустые улицы и шрамы воронок на асфальте, не давая городу даже ночной передышки, чтобы скрыть свое горе. Но этот же неусыпный свет давал людям больше времени для работы. И вся жизнь города, казалось, переместилась на землю. В парки, скверы, на бульвары, на крошечные пятачки газонов, везде, где только можно было воткнуть лопату, ленинградцы разбили огороды. У Анны и Миши была своя делянка в сквере неподалеку от дома. Несколько квадратных метров земли, которые стали для них центром вселенной. Работа была изнурительной. Истощенные, шатающиеся от слабости люди часами копали твердую, слежавшуюся землю, делали грядки, сажали драгоценные семена и клубни картофеля, полученные на заводе. Анна работала до головокружения, до черных точек в глазах, а Миша сидел рядом на скамейке и охранял их участок от ворон. Иногда он помогал, выдергивал сорняки своими тонкими, как веточки, пальцами. Когда появились первые зеленые ростки, Анна плакала от счастья. Это была не просто будущая еда. Это была жизнь, которую они создавали своими руками, отвоевывая ее у смерти. Каждый росток капусты, каждый картофельный куст был их личной маленькой победой в этой огромной войне. Город жил в новом ритме. Утром очередь за хлебом, потом работа на огороде, потом тревожный сон под аккомпанемент далекой канонады. Артобстрелы не прекращались. Снаряды падали внезапно, без предупреждения, и каждый выход на улицу мог стать последним. Люди научились жить с этим. Они научились по звуку определять, далеко или близко летит снаряд, научились падать на землю за доли секунды. Страх никуда не ушел. Он просто стал частью их крови, фоном их существования. Но теперь у них было то, что перевешивало страх, их огороды. Мысль о том, что нужно полить капусту или окучить картошку, была сильнее страха смерти. И вот наступило 9 августа. День, о котором говорил весь город. День исполнения 7-й симфонии Шостаковича. Анна не пошла в филармонию. Достать билет было невозможно, да и оставить Мишу одного она не могла. Но концерт транслировали по радио. Все уличные репродукторы, которые обычно передавали лишь вой сирен и сводки Совинформбюро, должны были транслировать музыку. К назначенному часу Анна открыла окно в их комнате. Они с Мишей сели рядом на полу. Город замер в ожидании. И музыка началась. Сначала тихая, тревожная тема, которая, казалось, впитала в себя весь страх и боль пережитой зимы. Потом она росла, крепла, превращаясь в чудовищную механическую силу, тему нашествия. Миша прижался к Анне. Он никогда не слышал такой музыки. Его лицо было серьезным и сосредоточенным. Он слушал, и в его глазах отражалось все. И грохот бомбежек,
и свист снарядов, и мертвая тишина их вымершей квартиры. Анна гладила его по голове и плакала. Она плакала беззвучно, и слезы текли по ее впалым щекам. Эта музыка говорила за них за всех. Она рассказывала их историю, историю страданий, отчаяния и несгибаемого мужества. В тот день в городе было необычайно тихо. Позже они узнают, что перед началом концерта советская артиллерия провела специальную операцию под кодовым названием «Шквал». Все силы были брошены на то, чтобы подавить немецкие батареи, обстреливавшие город. Артиллеристы получили приказ. Во время исполнения симфонии в Ленинграде не должен разорваться ни один вражеский снаряд. И они выполнили его. Музыка звучала над притихшим городом, и ничто не нарушало ее. Это был самый невероятный салют, который только можно было себе представить. Салют не из огня, а из звуков. Когда отзвучали последние торжествующие аккорды финала, из репродуктора донеслись неистовые аплодисменты зала. А потом наступила тишина. Анна сидела, обнимая сына, и чувствовала, как что-то внутри нее выпрямилось. Эта музыка была не о смерти и разрушении. Она была о победе духа над материей, жизни над смертью, человека над зверем. Она была доказательством того, что их не сломили. Можно было разрушить их дома, уморить голодом их тело, но убить их душу, их волю к красоте и свету было невозможно. Вдалеке снова глухо ухнул зенитный разрыв. Война продолжалась. Но Анна знала, что сегодня они одержали в ней одну из самых важных побед. Они выжили, чтобы услышать эту музыку. И теперь они будут жить, чтобы дождаться той настоящей, последней победы, которую она им обещала. Блокада не закончилась ни той весной, ни тем летом. Она продолжалась еще 1,5 мучительных года. Но самое страшное, самая темная ее страница была перевернута. Город научился жить в осаде. Он врос в нее, приспособился, ощетинился тысячами огородов, зенитных батарей и несгибаемой, упрямой волей к жизни. Нормы хлеба медленно, но росли. По дороге жизни теперь везли не только муку, но и другие продукты, медикаменты, боеприпасы. А из города эвакуировали детей, раненых, специалистов. Анне тоже предлагали уехать с Мишей. Но она отказалась. Теперь, когда самое страшное было позади, уехать казалось ей предательством. Предательством по отношению к тем, кто остался лежать в мерзлой земле Пискаревки, по отношению к мужу, который где-то там, на заводах за Нарвской заставой, продолжал ковать оружие для фронта. Их место было здесь, в этом израненном, но непокоренном городе. Они были его частью, его живыми, дышащими клетками. Миша пошел в школу. Это была не школа, а ее тень. Несколько десятков детей, худых, бледных, с недетски серьезными глазами, сидели в промерзшем классе в пальто и шапках. Чернила замерзали в чернильницах, и их приходилось отогревать дыханием. Учительница, сама едва державшаяся на ногах от дистрофии, тихим голосом рассказывала им о великой русской литературе, о законах физики, о далеких странах. И это тоже был акт сопротивления. Учить детей в городе, который враг приговорил к смерти, означало верить в будущее. Верить в то, что этим детям предстоит жить, строить, любить в мире без войны. Миша учился жадно. Он впитывал знания, как иссохшая земля впитывает влагу. Он научился читать и писал папе на завод короткие, трогательные письма печатными буквами. Он почти не помнил его лица, но образ отца, сильного и смелого, стал для него путеводной звездой, символом того мира, который обязательно вернется. Прорыв блокады в январе 1943 года город встретил не столько ликованием, сколько тихой, сосредоточенной радостью. Появился узкий сухопутный коридор,
по которому в Ленинград пошли поезда. Это еще не было окончательным освобождением. Враг все еще стоял у стен города. Обстрелы продолжались. Но Железное кольцо было прорвано. Город снова соединился со страной. А потом наступил январь 1944 года. 27 числа город проснулся от оглушительного грохота. Но это был не грохот вражеских орудий. Это был салют. Салют в честь полного и окончательного снятия блокады. Войска Ленинградского фронта отбросили немцев от стен города. 872 дня ада закончились. Люди высыпали на улицы. Они плакали, обнимали друг друга, смеялись. Незнакомые солдаты и гражданские целовались, как родные. Анна стояла с Мишей на набережной Невы и смотрела на разноцветные огни салюта, которые отражались в темной воде. Миша, которому было уже 10 лет, впервые в своей сознательной жизни видел настоящий праздник. Он не кричал «Ура!», как другие мальчишки. Он просто стоял, крепко держа Анну за руку, и смотрел в небо. В его глазах отражались и огни салюта, и отблески пожаров, и память о той страшной зиме. Они выжили. Через несколько месяцев вернулся отец, постаревший, седой, но живой. Их семья снова была вместе. Жизнь медленно возвращалась в привычное русло. Но ни Анна, ни Миша, ни один из тех, кто пережил блокаду, уже никогда не смогли стать прежними. Они навсегда остались людьми, которые знали истинную цену куска хлеба. Они не могли выбросить ни крошки. Они не могли видеть, как другие оставляют еду на тарелках. Память о голоде въелась в их плоть и кровь, стала частью их ДНК. Много лет спустя, уже будучи взрослым человеком, Миша привел своего сына на Пискаревское кладбище. Они шли вдоль длинных братских могил, под которыми лежали сотни тысяч безымянных жертв. Он остановился у монумента «Родина-мать» и тихо сказал: «Здесь лежат те, кто отдал свою жизнь, чтобы мы с тобой сегодня жили. Они умирали от голода, но не сдались. Запомни это. И никогда не забывай, что самое страшное на свете — это не смерть. Самое страшное — это потерять в себе человека». Он говорил это своему сыну, но на самом деле он говорил это себе. Себе, маленькому мальчику, который выжил в ледяном аду, который видел, как его мама варит кожаный ремень и плачет над ростком капусты. Он выжил, чтобы помнить, чтобы рассказать, чтобы 872 дня ленинградского апокалипсиса никогда не были забыты.